Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Ассаламу алейкум. Так, начнем. Europäische Milchprodukte von der Natur hergestellt, von Handwerkern perfektioniert. Diese Initiative. Начнем. Так, слышно ли меня? Видно ли меня? Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам ичкере. Чино, ассаламу алейкум. Хами телефон чаусар ва алейкум салам. Ассаламу алейкум, как найти? Ва алейкум салам. Да, слышно, видно. Так, отлично. Видно и слышно, видно и слышно. Сейчас начнем тогда. Так, Шова леди 1974. Так, ночью, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Машволь, бо Ирина Шулешко. Машал хель Ирина. Ночью, брат Аслан. Так, как все закрываем, да, закрываем. Анзолино, такс. Так, что еще у нас? Тут Дух Свободы, ассаламу алейкум, ва алейкум салам, Дух Свободы. Марат, ассаламу алейкум. День как целый год, когда ждешь чего-то. Ва алейкум салам. Джахар Дуда, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Маждада, Аслан, Ацха. Букте айол, байр хик, энти, дек бог хитх. Маждада говорит, что флаг за моей спиной напоминает ему парней, которые пали, скорее всего, которые пали. Так, поджог сараев, это не ко мне. Так, ва алейкум салам, Джинго говорит. Так, ночью мы с тобой, Аслан, иншаллах. Аслан Машволь, микрофон, Джим Тихили, Аслан говорит. Так. Итак, я уже во весь экран, то есть влез. Так, Алшуэльбо, витаю, Мила, Вино, Мила, приветствую, витаю, Мила, подписывайтесь на канал Милы, это украинская блогер, или блогерша, ватников мочит только так, приветствую, Мила. Так, дизайнер-бульдозерист, мощная профессия. Салам из Казахстана. Говорит дизайнер-бульдозерист. Салам, Казахстан. Приветствую. Анзорино, флаг свободы. Ник Гал. Ассаламу алейкум. Ассалам хосхит хо аригвейч. Ва алейкум салам. Девесуль. Брат Ингуш. Так, Ичкерила, звук DQ. Так, отлично. Так, Михаил Барсук. Бременхафен тоже приветствует. Приветствую, Бременхафен. Приветствую, Михаил. Так. Слышно хорошо, говорит. Салам алейкум, Аслан, говорит, поджог сарава, алейкум салам. Так, персона нон-грата. Аслан, все будет хорошо, ночью что с нами? Да, мула, чаще куять. Алекс, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Аслан Керимов, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Так. Ну, короче, всех поприветствовали. Так, ассаламу алейкум из Франции тогда, говорит, датыл, ва алейкум салам, Франция. Аслан Керимов, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Михаил Барсук, спасибо, брат, ва алейкум салам. Ну, короче, Давид Крикеров, ты за Кадырова спрашивает? Я же не могу быть за предателей. Вы больше слушаете слухов. Мир полон слухов. Так.
Так, хватит здороваться. Но если с кем не поздороваетесь, вы же все здороваетесь. И вот скажет, вот какой невоспитанный. Ассаламу алейкум, мир вашему дому. Аскер Керемли, приветствую. Ва алейкум салам, Керемли, приветствую. Крым, приветствую, братья. Так, одного в бан. Так, лучше собирать саламы, чем донаты. Так, очки разбил, что ли, говорит, поджог сарая? Нет, не разбил. Ассаламу алейкум, что себе позволяют русские в Сирии, говорит. Ва алейкум салам. Им позволяют то, что им позволяют все мы, скажем так. Так, Аслан, расскажи про пропавшую Азамата в Грозном, персона нон-грата, говорит. Да, я как раз сегодня хотел говорить, закончим с приветствия, перейдем уже 6 минут мы говорим, перейдем тогда к нашим основным темам, которые мы должны сегодня будем обсудить. Тогда я вот начну с записи, да, которая распространяется в сети, распространялась в сети. Вот послушай. Ассаламу алейкум, Махкой. Сата Ибрагим Озамател. Что загоргать Ашу Хаю. Совен 15-18 году. Эта запись длится 4 минуты, я все вам не буду, я вам показал человека, который на этом видео. Этот человек является сыном одного из наших политических деятелей, Виситы, который проживает в Вене. Его сын, который гражданин Канады, проживает в Канаде, приехал по каким-то делам во временно оккупированную Чеченскую республику Ичкерия, был схвачен, вероятно, запытан, запуган. И вот он на этом видео говорит, что вот эти митинги делать не надо и так далее. Нет сомнения, что те митинги, которые мы проводим, очень сильно мешают оккупационной власти, и поэтому вот оказывается такое давление. Давление, конечно, будет продолжаться, но мы как бы это все прекрасно понимаем и знаем. Так вот, сейчас ситуация обстоит следующей. Нет сомнения, что этот человек либо будет убит, либо же приглашен на телевидение, где он, вот этого видео, видимо, будет недостаточно, пока о человеке ничего не известно, но, скорее всего, человека пригласят на телевидение или еще нибудь и будут громко рассказывать, вот, какое плохое Висита и все, кто здесь проживает и говорит о правах нашего народа, о преступлениях, совершенных против нашего народа. Это очень ярко демонстрирует нам ситуацию, которая происходит во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. Нас отсюда высылают, нас здесь пытаются там как-то провоцировать, дискредитировать, убивают нас здесь вне территории нашей страны, не территории страны оккупанта России, даже и на Западе, и в арабских странах, и в Турции. Над нами идет, против нас идет очень сильная и спланированная такая работа ведется. Конечно, мы должны этому противостоять, мы должны всегда говорить, доносить правду, мы не должны молчать. И я не знаю, вот я видел в средствах массовой информации, что распространяется информация вот на разных ресурсах вот про этого парня. Такое может случиться с каждым. Это человек гражданин Канады. Ну, он, видимо, еще и гражданин России. Но я посоветовал бы родственникам, конечно же, хотя, наверное, скорее всего, не так поступили, но
обращаться сразу же в посольство Канады, даже если он гражданин России, то посольство Канады должно хоть как-то взять дело под свой контроль. Также обратиться в Красный Крест, Human Rights, Amnesty International, вот в эти организации и максимально привлечь внимание к ситуации. Конечно же, мы отсюда ездим во временно оккупированную Ичкерию с российскими паспортами. Вот у нас есть возможность получить российский паспорт, нас как бы признают гражданами России, оккупанты, и у нас есть возможность получить российский паспорт. Что я, конечно же, не советую делать, если есть возможность не получать. Одно дело, если вы живете в России или во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, то вы вынуждены взять паспорт, так как без паспорта вы ничего не можете делать. Плюс мы знаем, как против нас проводятся репрессии. Но если вы гражданин иностранного государства, европейского, американского какого-нибудь государства, то, конечно же, вам не надо получать российские паспорта. И если вы собираетесь поехать в Россию, то и мой совет: ни в коем случае не ездить по российскому паспорту, даже если он у вас имеется. Получайте визу, обращайтесь в туристическую фирму под предлогом, что вы хотите увидеть какие-нибудь там красоты Байкала, Амура, еще чего-нибудь там, да, или там, если вы кавказец, то если вы скажете в Кавказ, вам, скорее всего, откажут. Хотя российские посольства чаще всего таким людям отказывают, которые отказались от российского гражданства и там получили тутошнее, какое-нибудь европейское гражданство. Но если вы поедете с визой туда, с российской визой, как иностранный гражданин, то я вас уверяю, у вас намного больше шансов, что к вам даже генерал не подойдет. Не говоря уже о каком-то рядовом мусоре, который к вам может прийти и вас забрать, пытать, избивать, запугивать, унижать, оскорблять, вплоть до убийства. Поэтому вот всем, кто ездит, советую очень взвешенно предпринимать каждые свои шаги и не ездить. За судьбой вот этого молодого человека я буду следить, обязательно буду выкладывать информацию, которая у меня имеется на его счет. В принципе, вот пока вот такая вот информация. Сейчас перейдем к вашим вопросам. Так. Маждад Аснат, Human Rights, дикая организация. Я там знаю одну журналистку из США, надо с ними быть в контакте, дружить. Да, конечно, все правозащитные организации, мы со всеми с ними должны дружить, со всеми общаться. И, конечно же, у них есть и информация по поводу вот тех преступлений, которые совершались в отношении нас. И, конечно же, сегодня самая незащищенная, самая притесняемая нация, народ, это мы, чеченцы, и мы должны всячески пытать исправить это положение. И у нас есть все возможности. Единственное, что нас останавливает, это в какой-то мере опаска, которую там нас загнали в эту ситуацию, и лень. Да, тоже надо признать, это тоже имеет место. Нам просто неохота, так как мы думаем, ничего не получится. Все получится, главное добиваться. Олег Будницкий, мочить Путина в сортире. Да, террористов надо мочить в сортире. Так. Нохчи, Астан, хиц гой чвар азама. Нохчи, что, по телевидению показывали его, да? По этому российскому ЧГТРК Грозный, да, поэтому показывали. Напиши, если что знаешь. Гражданин мира. Это, кстати, верно. В Российской Федерации своих граждан прессуют сильнее, чем туристов. Да, конечно же. Есть, особенно если это очень серьезная страна, там какая-нибудь там Америка, Канада или еще какая-нибудь там хорошая страна, то еще во время Советского Союза генерал КГБ не мог подойти и в чем-то обвинить иностранного
туриста, любого туриста, работника, который приехал. Просто беспредел не прокатывал, потому что без согласования с политбюро такие вещи просто не были невообразимы, так как поднимался очень большой ажиотаж, очень большая такая волна негодования, новых протестов, санкций, давления на Советский Союз. И политбюро тогда строго-настрого запретило трогать вообще иностранцев, вообще. Поэтому все к этому вернулось, сейчас то же самое. Единственный момент, тогда КГБ контролировало политбюро, в какой-то степени контролировало, хотя там еще тоже спорный момент, так как Андропов сам был из КГБ, да, и манипулировал вот этим политбюро, которое там было, в том числе Брежневым, которого они там этими своими лекарствами залечили. Поэтому вот такая вот ситуация. Будьте внимательны, КГБ сейчас намного развязаннее себя ведет, чем во время Советского Союза. Но все же, если вы летите в фашистскую Россию, вам нужно получать визу в этой стране. Не летите с российским паспортом. С российским паспортом вы бесправны. Так, Йордик, Аслан, говорят, Ахмад Хаджи предатель. Что ты скажешь по этому поводу? Ахмад Хаджи, это речь, наверное, идет о Кадырове Ахмаде, да? Да, конечно, это предатель, классический предатель. Леонид Плотников, вас вообще нужно было всех топить, как Берия хотел. Ну вот, не получилось, Леонид Плотников, у вас всех затопить. Конечно, вы все сделали, вы сделали больше даже, что можно было сделать. Но вот у вас не получилось, так как Господь Бог говорит, что Он ни один народ не даст ему исчезнуть с земли, пока он этого не пожелает. Пока он этого не пожелает. Наше время не настало. Скорее всего, Леня, ваше время настало. Настало время, и мы будем всячески этому способствовать, чтобы вы искали пятый угол. Чтобы вы назывались украинцами, татарами, белорусами, чудью, чувашами, кем угодно, но не русскими. Чтобы вам было стыдно называться. Мы будем всячески ваши преступления доносить. Благо у нас есть интернет, благо есть сейчас возможности, много сохранилось о ваших преступлениях. Кстати говоря, вы продолжаете совершать эти преступления. Мы будем делать все возможное, чтобы о вашей фашистской стране узнало как можно больше людей. И мы приложим все возможности, какие у нас имеются. Можете не сомневаться в этом. Так, где у нас тут еще? Так, поехали дальше. Гражданин мира, респект вашему каналу. Дякую, гражданин мира. Далса Адуэль. Так, Джахар Бантурцун, он не отвечает. Так, подождите, с баном осторожнее, господа. Давайте банить не будем, потому что мне потом пишут, меня это забанят, а восстановить я уже не могу. Давайте с баном. Оскорбление, мат и вот такого плана вещи, только так. А так надо выслушивать разные точки зрения, отвечать на эти слова, на эти позиции, на эти вопросы. И поэтому не спешите. Не спешите банить. Так, тут приговорен к расстрелу. Так. Асланбек Симбиев, разве можно получить визу в ту страну, где ты родился? Тем более, если ты являешься гражданином двух стран. Мне в посольстве сказали, что нужно отказаться от российского гражданства. Ну, если вы не говорите, что у вас есть российское гражданство, то, ну, если чеченец, конечно же, они узнают место рождения Чечня, сразу же возникнет такой вопрос. Ну, в таком случае отказывайтесь от российского гражданства. Зачем вам оно? Да, это удобно, но я считаю, что это небезопасный метод. Да, это, если ты летаешь, чтобы не тратить время на визы и так далее и тому подобное, да. Ну, в какой-то степени, если у вас есть возможность отказаться, то надо отказываться. Я, например, никогда не получу это гражданство. Я насильно его получил, этот паспорт, и больше никогда им пользоваться не буду.
Так. Так, приветствую во всех. Не рубите сгоряча. Во-во, не рубите сгоряча, говорит Паджок Сараев. Так, Эд Мамедов задонатил. Спасибо, Эд. Салам Аслан, как думаешь, можно обратиться к блогерам Украины, чтобы они обратились к депутатам ЗЕ с предложением выдавать гражданам Украины, защитникам Украины и чеченцам, выдавать гражданство Украины защитникам Украины? Спасибо. Да, салам, это обязательно это нужно. Я общаюсь, у нас своя группа, где мы общаемся, очень активно общаемся. Как бы, ну, можно, конечно, нужно обращаться, нужно напоминать нашим украинским коллегам. И, конечно же, всячески надо подвести к этому. Я опять же удивляюсь, вот да, мы блогеры тут говорим, украинские блогеры говорят, другие говорят, почему добровольцы, чеченцы, которые там живут, граждане Украины, чеченцы, другие, не выходят на митинг. Митинг – это законная демократическая процедура. Надо выйти на митинг, потребовать, чтобы дали гражданство, как-то о себе, о своих правах надо заявлять. Вот удобно, неудобно, там, нравится, не нравится, это вообще не тот случай. Надо обязательно, конечно, надо выходить на митинги, писать резолюции, писать документы, говорить об этом в обязательном порядке. Я об этом много раз говорил. Конечно, этого недостаточно. Надо, чтобы люди выходили и заявляли, что вот нам нужно. Я даже себе просил украинское гражданство, я бы с удовольствием его получил бы. Но пока не ответили. Так, очень правильно ты вопрос поднимаешь, это, конечно, нужно делать. Так, Леонид Плотников, ты просто экстремист и провокатор. Это ты про меня, что ли, Лень? Ну ладно, гонишь. Аслан, а зачем Мех Туран? Аслан, а зачем Азамат поехал в Чечню, если там так опасно? Неужели столь важное дело? Я не знаю, для чего он поехал, но бывают дела, которые важны. И, конечно же, надо понимать, что небезопасно, особенно если у тебя отец занимается вот такой, всю свою жизнь, кстати говоря, стоит на позиции нашей независимости, суверенитета. И этот человек никакой не преступник, никакой не террорист. Это абсолютно продемократических взглядов человек, очень цивилизованный. Но вот такая ситуация. Я очень сочувствую, я знаю, что они могут с ними сделать. Это очень жаль. Очень. Я не знаю, по какому делу я туда ездил. Так, Чечня Рино, Анзорино. Чечня это их обоюдная разборка, им не надо вмешиваться. Так. Шадерик дикриду, так. Да, мула, шадерик дикриду. Детел. Аслан далде ал дойл шу. Далса дойл детел. Дересуль. Елена Орлова, обратитесь к Гончаренко. Думаю, он обязательно поддержит. Да, можно и к Гончаренко обратиться. Да, у нас много дел на самом деле. Успевать бы все это делать было бы отлично. Виктор Цой, салам из Казахстана. К черту русский мир и ватку или их режим Назарбаева, шавки Кремля, продукты КГБ. Нужен цивилизованный мир, демократия и так далее. Салам, Казахстан, да, абсолютно верно. И этого мы добиваемся. Так. Так, давайте я еще тогда затрону одну тему очень важную, которую я хотел сегодня затронуть. По поводу Хангашвили, Залимхана Хангашвили. Я зачитаю то, что тут написано в статье на Чечен Пресс. Это наш
официальный правительственный канал, интернет-сайт. Тут вот как раз речь о Зелимхане Хангашвили. Семья убитого Зелимхана Хангашвили получила защиту в Германии. Федеральное ведомство Германии по делам миграции и беженцев предоставило Манане Ц, бывшей жене убитого гражданина Грузии Зелимхана Хангашвили, и их четырем общим детям статус беженца, сообщает немецкое издание Der Spiegel. Таким образом, семья получила право жить и работать в Германии. Решение было принято БАМФ 21 октября. Зелимхан Хангашвили был убит 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен 3 выстрелами из пистолета с глушителем типа Glock 26. Так, дальше. Хангашвили воевал во второй русско-чеченской, здесь просто чеченской войне против России. Позже он несколько лет работал. Так, по мнению экспертов, в случае депортации семье убитого грозила бы смертельная опасность. Политики различных фракций требовали предоставления семье права остаться в Германии. Дети теперь могут расти в безопасности. Для меня это означает очень много, сказала Манана Ц в разговоре с Der Spiegel после принятия решения БАМФ. Ну, я хочу сказать, что нужно было убить человека, чтобы его семье предоставили, ему предоставили политическое убежище. Это очень хороший сигнал того, что этому человеку это косвенно подтверждает, немецкие органы подтверждают, что Зелимхан Хангашвили убит по политическим мотивам. Что мы и требовали на митинге, что данное преступление является политически мотивированным и носит террористический характер. Я надеюсь, что на этом немецкие власти не становятся, и я призываю всех, и немецкие власти, и все страны, которые позиционируют себя, являются, на самом деле являются правовыми, демократическими, где права человека являются высшей ценностью, я призываю всех объединяться и как можно быстрее прекратить заигрывание с путинским террористическим, бандитским, фашистским режимом. Другого выбора нет. Чем дольше затягиваем, тем больше будет потерь, тем сложнее будет потом выходить из этой сложной ситуации. Поэтому призываю всех, как можно, все страны, как можно быстрее последовать примеру Великобритании и Германии в первую очередь, которая имеет все основания. Так как только Германия признает это преступление политически мотивированным, отсюда должны последовать уже следующие правовые шаги политического характера и санкционного характера, которые будут применяться против России. И мы будем требовать, и в любом случае, следствие, которое на самом деле здесь независимо, объективно, и будем надеяться, что в этом случае она тоже окажется таким же независимым и объективным. Оно должно однозначно указать, что это дело политически мотивированное. То есть то, которое должна заниматься Генеральная прокуратура Федеративной Республики Германия. Так. Руслан РРР. Халид, если Путин закроет вам рынки в России, что будете делать? Ладно мы, а что будет Путин и его народ делать? Послушный народ. Да, Путин ничего не сможет. Импичмент набирает оборот. Да, совершенно верно. Но даже если не произойдет импичмента, да, там есть такие сложные юридические процедуры, которые очень такие чувствительные. И Трамп, который имеет хороших юристов, сам не глупый человек, да, не молодой человек, опытный человек. Конечно же, сделается все возможное, чтобы не было вот там прямых доказательств, только косвенные доказательства были. И такие, двоякие доказательства, которые можно интерпретировать там и так, и так. И хороший юрист, конечно же, будет намного легче разбить вот такие доводы, которые будут приводиться против
Дональда Трампа. Но при всем при этом срок Трампа истекает вот, и в следующем году, в октябре, по-моему, будут новые выборы. И у меня нет ни малейшего сомнения, что Трамп не будет участвовать. И я бы очень надеялся, я бы очень хотел надеяться, что если Трамп не изберется, то вот тогда уже, когда вот на нем не будет иммунитета президентского, против него начали бы следственные действия, как и положено, как за измену Родины или шпионаж. Я думаю, если это докажут, то это будет веским основанием предъявлять уже, дальше уже идя по цепочке, предъявлять претензии к фашистской, террористической России и ее главарю Путину. Так. Эдмомедов, Путин и его единомышленников потихоньку загоняют в угол. Как ты думаешь, от отчаяния может он начать полномасштабную войну Украины? Могут ли украинцы выстоять как чеченцы? Во-первых, я думаю, что украинцы смогут выстоять, и они выстояли. Именно, знаете, то, что рисует Путин там, и вот эта пропаганда, вот выключайте телевизор, этого всего нет, это все ложь. Да, есть ядерное оружие, и да, есть головорезы, которые будут убивать. Да, есть очень хорошие, неплохие спецслужбы, которые уже много лет безнаказанно, без какого-либо противодействия со стороны европейских, американских и других разведывательных служб вели свою деятельность под видом союзников. Как они это сделали с Украиной. Точно так же во все международные институты, куда только можно, вывозя все деньги, которые есть, вкладывая здесь, вербуя новых людей, очень много просочились они сюда. Есть полезные идиоты, которые оболванены пропагандой. Также есть старая агентура, еще со времен там, Советского Союза и Штази, что очень облегчает задачу. Плюс вам открыли все ворота, вы заходи, бери, что хочешь, ну и как бы действуй как хочешь. И тут как бы коррупционная составляющая, шантаж и так далее, все это очень хорошо они умеют делать. Но при всем при этом Россия очень слабое государство. И все, что говорит и показывает, это всего лишь такой вот прикрытие, туман, который они напускают на это. Вот если вы видели вот протесты в Иране, которые были, эти протесты в Иране тоже там очень сильно идет пропаганда, очень сильная тирания, давление оказывается на народ. Ну и при всем при этом народ вышел. И, конечно, в России тоже народ, я надеюсь, иранцы тоже очень такие покладистые люди, но, возможно, не такие покладистые, как русские. Но при всем при этом Россия, если она начнет крупномасштабную войну, полномасштабную войну против Украины, то, конечно же, Америка, которая все больше и больше втягивается в помощь Украине, другие страны, и у России меньше союзников появляется в этом деле, и России придется закидывать просто мясом, массово убивать людей. И вот тогда в России назреет очень опасная ситуация, и Путин это прекрасно понимает. Они не могут забросать сейчас, на сегодняшний день, у них нет полного контроля. Сейчас, чтобы вот народ начал возмущаться и вот массово людей расстреливать, как в Чечне они это делают, да, забирать людей просто так, и их расстрелять. Пока они так не могут. Да, они там единичные какие-то такие точные операции проводят против своих недовольных, но при всем при этом они не могут массово это делать. И если в Украине начнется такая массовая, крупномасштабная война, то, конечно же, Украине помогут, и она выстоит. И это чревато для путинского режима. Для путинского режима важно, чтобы каждое действие, которое он совершает, этот режим, оно приносило стопроцентную гарантию, что этому режиму ничего не угрожает. Вот такого плана.
нужно делать. А если массово трупы поедут вот, вагонами, придется срочников гнать. Одно дело вот эти наемники, которых они туда отправляют, а другое дело это срочники, которых мамы отдали на 2 года и трясутся за них, что вот сыночка заберут. Вот в этом плане, конечно, тогда уже народ восстанет в России. Поэтому я пока не думаю, что они полномасштабно войдут. Если бы они могли, они бы уже вошли бы. Все, что могли, они сделали. Теперь их задача вот информационно, годами, уже сколько, 5 лет, 6 лет, они вот зомбируют людей против Украины. Эффект мало, недостаточно. Был вначале очень большой эффект, но вот недостаточно. По морде получили, теперь уже как бы вроде и братья, и так далее, и так далее. Ну и народ еще, знаете, что опасно именно у чеченцев и русских, вот если сравнить. Пропаганда, когда ведется против чеченцев, и чеченцы верят вот этому пропагандисту, который там где-то кого-то обманывает, это очень глубоко въедается в чеченца. Если у нас слово, оно имеет очень большое значение. Да? Слово у нас испокон веков имеет просто очень важное значение. Оскорбление словом имеет очень большое значение. И в этом плане, когда пропаганда ведется против чеченцев, то чеченцы могут, поверив вот этим пропагандистам, намного больше сделать, чем сделали бы там русские. И до конца придерживаться этого, даже иногда зная, что они неправы, чтобы не признать свою неправоту. В этом плане с русскими попроще. Русские, даже если они верят, как только изменится ситуация, они в любой момент могут сказать: да, извините, это не совсем оказалось правда. А если это будет ложь, которую можно будет объяснить и рассказать, то у русских в этом плане будет еще легче отказаться от поддержки вот таких вот людей. Поэтому я так думаю, что будет, сейчас, одну секунду, будет все хорошо. Будет все хорошо. Так. Войну Украина не начнет. И пропаганда, которая навязана русскими на свой народ, ну вот этими ГГБшниками на свой народ, она есть, русскими будет легче преодолеть ее. Вот что я хотел сказать, закончу свою мысль. Так. Ислам Алирханов, мажан духалезю тенхуйк Ислам Алирханов, мажош хайкруqa, мажайош, вистаца хольш, хайқоман гоцадеш, тен я насвик. Мажли или хакуна хельч, и хайқоман годак унвал, хун проявить царюа. Так, митинги вона хотя бы. Юлиус Цезарь, от Германии аж адвокат Ляцен, це радио, телевидение, суди хунцало аж за античеченскую клевету. Предлагаешь, действуй, Юлиус. В Германии если ты хочешь кого-то подать за клевету, мы тебя поддержим. Давай. Так, Закиряев, что послужит отсоединению Ичкерии от России? Развал России. Ночи из Германии. Так, это мы этих оставим. Давайте не будем обсуждать пустые места. Так, давайте тогда я вот сейчас перейду еще к одной теме. Хотелось бы тоже сообщить об очень важной такой вещи. Международный трибунал по морскому праву вынес решение вернуть корабли. Помните, в Керченском проливе были задержаны 24 моряка и 3 корабля украинских. Ну, это были пленные, 24 пленных моряка. Это произошло в 2018 году. В прошлом году это было.
Сейчас, в 2019 году, Международный трибунал по морскому праву признал, вынес решение, что Россия была не права и обязал вернуть. Моряков вернули по обмену, это такие заложники были, как сейчас свидетели Иеговы, которых сейчас задерживают, арестовывают, потом будут на каких-нибудь американских граждан обменивать их. Или там на российских преступников, которые будут задерживать американцы, будут, это такие заложники были. И что можно сказать? Вот многие говорят право там и так далее, что это ерунда, по закону ничего не получится, там только с автоматом в руках мы что-то можем добиться и так далее. Ну вот смотрите, живой пример. Путин, когда напал на Украину, он заставил, это очень унизительно, между прочим, заставил всех своих вот этих военных снять лычки. И они практически военных офицеров, там таких там, с какими, там, наверное, есть какие-нибудь с честью, может там 1, 2, 3 на миллион человек наберется. Так вот, эти люди тоже оскорблялись, да, когда тебя заставляют снять лычки опознавательные со своей военной формы. Ну, он был вынужден это сделать, так как есть международное право. То же самое сейчас вот с Украиной. Было решение Международного уголовного суда по морскому праву, трибунала по морскому праву, который вынудил Россию, вынес решение в пользу Украины. Соответственно, что дальше последует? Проходит какая-то процедура, ждут, пока вернут корабли. Если же условия не выполняются, требования решения суда, трибунала не выполняются, то все корабли, которые, применяются санкции, да, и, какие-то же, если есть решение суда, то какие-то действия должны быть применены, чтобы остановить вот этот беспредел, и выполнить решение суда. Соответственно, любое судно, которое зайдет в какой-либо порт, на который распространяется и юрисдикция вот этого уголовного трибунала по водному праву, оно будет арестовано. И русские были вынуждены отдать эти корабли. Вот исходить из того, работает это или нет. Когда Россия входила в разные международные институты, она входила же не просто как агенты и сексоты туда внедрялись. Туда внедрялись бабки, огромное количество денег. Соответственно, есть огромные порты, корабли, в огромном количестве. Их будут арестовывать. Нужно ли это? Нет, не нужно. И вот только в таком случае Россия начинает выполнять, когда ее берут за глотку. Вот смотрите, как поздравляю украинцев. Кстати говоря, те корабли, которые были возвращены Украине, они были ободраны полностью. Это были американские корабли, которые американцы когда-то подарили Украине. И эти корабли были полностью, скажем так, разобраны. Как сами корабли вернули, но вплоть, да, извиняюсь, до унитазов, которые там есть в этом корабле, было все снято. Сняты были все приборы, об этом даже никакой речи. Все ценное, что можно снять, просто вот корыто вернули украинцам. Конечно, за это тоже можно дальше, конечно, судиться, сказать, что они ненадлежащим образом, неисправны, и потребовать компенсацию. И основываясь на решении вот этого трибунала, которое уже имеется, раз они в таком виде вернули, и эти корабли испорчены, то есть право задерживать другие корабли российские, чтобы она восстановила вот тот урон, который она нанесла, испортив, разрушив там, я не знаю, эти корабли. Вот такие вот дела. Так, давайте еще немного поговорим. И у меня есть несколько важных заявлений, обращений по этому поводу. И одно есть про одного израильского еврея, которого я тут видел и хотел бы его найти. Так, давайте посмотрим, что вы мне тут пишете. Так. Только смешное. Ассаламу алейкум, брат, ассаламу алейкум, салам, только смешное. Так, Львов, Микол, витаю, приветствую, Львов, привет, витаю. Це кораблі виробництва України, а не США, Мінчер говорить.
Я слышал, что была информация, что эти корабли, два, по крайней мере, вот этих сторожевых корабля, были подарены когда-то Украине американцами. Возможно, я ошибаюсь. Чечня не Россия. Говорят, что Путин украл унитазы Украины. Да, это чисто любимая тема Путина. Он, наверное, обложился ими у себя там в спальне. 1000 subscribers for a garlic. Аслан, удачи тебе во всем. Баркала, брат. Так. Давайте тогда я еще одну вещь скажу. Давайте я вам сейчас одно видео покажу. Очень интересное видео. Вот, вы мне помогите найти этого израильского еврея, который тут говорит. Он мне очень понравился, мне пришло это видео. И вот смотрите. Добрый день. Я израильский еврей. Хочу обратиться сейчас к Путину. Вовочка, несчастный Вовочка, с тяжелым детством, который превратил тебя в чудовище. Мы знаем, что ты, в принципе, не отличался особо хорошей карьерой в КГБ. Тебя уличили в педофилии. Литвиненко об этом написал, ты за это его убил. Ты убил его даже не за то, что он рассказал о том, что ты взорвал дома в 1999 году с Патрушевым, а именно за то, что он написал о твоей педофилии. Ты несчастный человек. Ты заложник той политики, которую ты ведешь. Ты хуйло. Опа, Я знаю, что ты скоро приедешь в Израиль. уже Я хочу тебе сказать, поздно. Не успел когда ты убрать. приедешь в Израиль, постарайся замаскировать дату своего приезда. Иначе мы тебя встретим. Я лично встречу тебя с плакатами, что ты взорвал дома в 1999 году, обвинил чеченцев и сделал там геноцид. Ты мразина. Тебя за это надо повесить. Будет трибунал или не будет? Может, ты не доживешь до него, может, мы не доживем до него. Но знай, что я знаю, что ты сука. И другие знают, что ты сука, что ты взорвал дома, что ты убил Политковскую, скорее всего, руками твоей собаки Кадырова. Ты убил Немцова. Ты убийца, наркоторговец, хуйло. И, в принципе, справедливое общество должно таких, как ты, уничтожать. Отправлять в лагеря. И мы это сделаем, я очень надеюсь. Я надеюсь на трибунал, что мы тебя посадим, ты будешь там сидеть и страдать. Ну а в Израиль приедешь, встретим. Так что маскируйся, сука. Вот, я бы хотел бы, вот обращаясь, если этот израильский еврей, этот израильтянин смотрит меня, пожалуйста, выйди со мной на связь. Хотелось бы с тобой пообщаться. Отлично, короче, сказал, все как есть, по делу. И самое главное, тут надо всегда говорить по сути. Ты все сказал по сути. Спасибо тебе большое. Так. Так, поехали к вашим вопросам. Игорь Микеладзе, еврей красавчик. Да, молодец, хорошо сказал. Так. Ну вы тут, короче говоря, с унитазами тут это смеетесь. Вся Украина уже смеется, весь мир. Ну, это да, это такое есть. И поэтому сейчас больше не будем на это обращаться. Так, Минчер. В русской тюрьме ИК-7 в Мордовии пытают мусульман. 30 человек объявили голодовку. Вот обращение, кстати. Если есть подтверждение, то давайте более подробную информацию, мы ее будем сейчас озвучивать. Так.
Поехали дальше. Аслан Керимов. Аслан, у тебя смех, как у Джахара. Да. Ну, это, наверное, единственная наша схожесть. Так. Макс Калашников. Аслан, где и как можно научить детей чеченскому языку в Германии? К сожалению, пока я не знаю вот этой информации. Но с этим вопросом тоже надо заниматься. Это тоже часть нашего гражданского общества, которым мы должны этим четко заниматься, права людей защищать, также права нашего языка, обучать наших детей нашей культуре, нашему языку. Это обязательно, это очень необходимо. Так, я не знаю, я ответил, я думаю. Ва алейкум салам, Байсангур чеченский. Мистер Бин, ответь, кто наделил тебя полномочиями правозащитники и почему ты решаешь, кого надо выводить на разговоры? Кого надо выводить на разговоры? Ну, первое, я понял, кто меня наделил полномочиями. Я себя наделил этим полномочиями. Я сам стал правозащитником и вот этим уже много лет занимаюсь. Ну, относительно много лет занимаюсь. Что ты говоришь? Почему ты решаешь, кого надо выводить на разговоры? Или вот этого я не понял. Не понял, к сожалению. Так. Щурюсь, очков нет, не взял. Николай Жулин, люди, да поймите вы никогда не познаете истины, сидя в интернете и слушая бред человеческий с разных каналов Ютуба. Николай, а что нужно сделать, чтобы понять? Вас послушать или выйти, дерево обнять, ухо к земле приложить? Что нужно сделать? Цитрамон, чогунца болит, вяты. Цитрамон, хаху белбу асуаялита, цаялита. Хахай хома нахара тазер латеш долж висца хольш цитрамон, цетилла ашунду. И ухамелду адештек сюк. Düşün tacımmal, gılk yakil busalbam, çalıyıl durur, busal dünya işi, o vatso, gılk lil diye tacımmal. Так. Германия. Аслан дал Аушвойла, дал Эртубола, Дерейсвойль. Так. Илья Нокотон без ватников. Ну, не похоже. Говорит Илья. Евреи сделают все, у них в Торе и Талмуде написано, мать родную продадут и сменят фамилию, чтобы обмануть и победить гоев. 99 проблем в мире из-за евреев. Ротшильды, Рокфельды и война между капиталами. Говорит Илья Ватников. Бан без разговора. Даже объяснять не буду тебе, что ты фашист и всю свою ГБшную вот эту проблему выкладываешь на евреев. 90% всех терактов и всех проблем, войн в мире прекратятся с момента развала фашистской России и ее вот этой контролирующего органа КГБ ГРУ. Вот я тебе гарантирую. Да, там может быть есть евреи, но тогда большинство там русских. Вот и чеченцы там тоже представлены. Так. Жора Майер, Аслан истинный сын своего народа. Доверяй свой Жора. Маждада, Аслан, Кадыров хватит, халешер бу пропускает увату. Буде яша меткшамбу, около можешь вахаться, не вой то большое, можешь ваюхш. Уахкуешь из разных цветов, уаехком. Наверное, на воиш буквально. Не бич, бицен, хэш буквально, хэзен буквально, дух.
Так, давайте не будем обращаться на бороду. Нохчоев, основа тайпан миру. Со тайпан нашхоу, муцарюштер, мазархоу колтаях. Нева олто, мазархоя. Так. Видео. Основа. Если нарушены условия принятия беженцев Женевской конвенции, куда обращаться? В суд. В суд той страну, где вы оказались. Если нет, то Европейский суд по правам человека. Кстати говоря, в Германии очень не любят, когда обращаются, вот вы не можете здесь справиться, вы идете в Европейский суд по правам человека. Очень не нравится, потому что как бы и Германия, она, ну и является на самом деле очень такой правовым демократическим государством, где на самом деле работает закон. На самом деле, я когда занимался юридической практикой в Москве, то я бился просто как рыба об лед, головой об стену, бился. И когда я приехал сюда и начал какой-то деятельностью заниматься, это с учетом того, что я не говорю на достаточном уровне на немецком языке. И тем более писать документы, все, мне приходилось там, с помощью там, других людей. И работает. Я лично проверял, здесь закон работает. Нравится это каким-нибудь там правоохранителям или каким-нибудь там прокуратурам, не нравится. Если есть решение суда, и если есть у вас основания там, прийти в этот суд и доказывать, у вас есть все основания выиграть. Поэтому надо обращаться в суд. В той стране, где вы оказались, нарушений конвенции есть, прямых нет, но есть такие завуалированные, такие латентные нарушения, когда пытаются скрытно что-то как-то сделать. Но если нарушили, то смело идите в суд. Если не помогает этот суд, то надо идти в Европейский суд. Еще один момент. Если вы чем занимаетесь, то вы должны обращаться к адвокату именно того профиля, который вам нужен. Если вы занимаетесь миграционным правом, вы должны обращаться там, к адвокату, который занимается уголовными делами. Вы должны заниматься именно вот по этому профилю к людям. Это тоже очень важно. Так. Мехтуран. Аслан, неужели Гаагский трибунал страшит Путина? Но ведь российская власть игнорирует решения европейских и иных судебных систем. Залимхана Хангашвили убили из-за марша Сайдамина Ибрагимова. Да, много вопросов задал, ну, объемных таких. Ну, что сказать, неужели Гаагский трибунал страшит Путина? Ну, что значит страшит? Вот если взять морской суд, который вот сейчас обязал, суд по морскому, трибунал по морскому праву обязал вернуть корабли Украине, вот мы видим. Конечно, они не признались, чтобы вот это не показать, что их вынудили, но при всем при этом мы видим результат. Судна были возвращены. Конечно, бы их не вернули бы, если бы не было бы этого решения суда. Ну, в этом плане Гаагский трибунал, если говорить о Международном уголовном суде в Гааге, который мы подали заявление, то, конечно, он тоже страшит, да, если можно так сказать. Страшит, потому что после этого следуют определенные действия. Да, есть решения, нужно по этим решениям как-то предпринимать дальнейшие шаги. Или признать, что эта система, она пустышка, она не работает. Конечно же, это очень важно. И именно поэтому на меня сейчас идет массированная атака. На меня идет, Сайдами пытались убить и так далее. Конечно, кстати говоря, по поводу меня убить и так далее, я вам покажу один очень интересный документ. Вот, я надеюсь, вы увидите. Вот видите? Так, да, видите. Я застрахован на 3 миллиона евро. Сообщаю всем гибнюкам, ГБшникам, ФСБшникам, кадыровцам и остальным
мерзавцам и убийцам я сообщаю, я застраховался на 3 миллиона евро. 50% от этой суммы пойдет на фонд, который будет заниматься правами чеченцев. Кстати говоря, я предлагаю всем также последовать, кто занимается вот, антипутинской, антирусской вот этой деятельностью. Предлагаю всем застраховать свою. Можно не на 3 миллиона, можно на 2 миллиона, на миллион там, и так далее. Это зависит там, каждый месяц вам придется заплатить, конечно, за это. И я также обращаюсь к людям, которые хотели бы как-то помочь. У нас есть еще люди, в том числе Сейд Амин, в том числе другие наши люди, которым было бы тоже необходимо застраховаться. Вот, например, та сумма, которую вот я вам сейчас продемонстрирую, это около 300 евро в месяц стоит, да, за то, чтобы каждый месяц, ну, чтобы в случае моей гибели или моего ранения, там ранение это отдельно идет документ, или моей нетрудоспособности, или моей инвалидности, то тоже будет оплачиваться. Что, конечно, если я буду в своем сознании, я, конечно же, сам распоряжусь в нужном направлении. Если нет, опять же, я оставил необходимые документы для своей семьи, которые распределит куда надо. Если я окажусь больным, чтобы я не быть им бременем, ну или тяжело раненым, не быть бременем, эти средства пойдут на мое лечение. В случае, если моей гибели, 50% от этой суммы я официально объявляю об этом. Людей, которые являются наследниками меня, тоже об этом сообщено. 50% от этой суммы, которую выплатится в случае моей гибели, должна будет уйти в одному человеку, ну, группе лиц, скажем так. Эти люди, этот круг, небольшой круг лиц, они обозначены, об этом знает моя семья, и эти люди получат. И поэтому мое дело, моя защита прав людей будет жить еще большей силой. На сегодняшний день у меня нет 1,5 миллиона евро, чтобы там, или миллиона евро, чтобы защищать права чеченцев. Когда будут эти деньги, я думаю, с еще большей силой, конечно же, мы будем защищать. И всех призываю делать то же самое, всех, кто занимается вот этой нашей работой. Более того, я бы хотел бы еще обратиться, как я уже сказал, к тем, кто хотел бы помочь, да, нам вести эту деятельность, и чтобы в случае нашей гибели, может быть, можно как-то рассчитать, что вы тоже какую-то сумму получите, что ну, вот вы вкладывались, да, на это. Предлагаю взять каждого одного там кого-нибудь из нас и финансировать, да, и 3 миллиона это большая сумма, но можно там миллион сделать, там 1,5, там зависит, курите вы, не курите, сколько вам лет, страдаете ли какими-нибудь болезнями и так далее, и сумму можно там согласовывать. Я проконсультирую, я очень уже хорошо разбираюсь, я уже наверное, около месяца занимаюсь вот этим страхованием жизни, и я очень хорошо сейчас, можно сказать, достаточно уже разбираюсь в этом. Так что поздравляю всех гибнюков, всех этих ублюдков и бандитов. Ничего вы не сделаете против той идеи, которую мы несем. А я есть, дискредитировать меня, уничтожить, это плевал я на вас с самой большой колокольни Гамбурга. Так, поехали дальше. Я еще одно маленькое заявление сделаю, потом вернемся к вашим вопросам. Если какие-то вопросы возникнут ко мне и там начнут говорить, что вот там надо мне как-то по поводу вот провокации, которая была оказана, попытка российских спецслужб провести провокацию против нас в Берлине на правозащитной конференции. Все, кто я уже четко и ясно разъяснил, далее больше разъяснять не имею ни малейшего желания по поводу вот этого инцидента, который был. Если кто-то ко мне начнет сейчас мне рассказывать, объяснять, что там ты это сказал, ты то сказал, ты прав, ты не прав, я всех людей, которые будут ко мне, конечно, я буду отвечать на вопросы, если будут возникать какие-то вопросы, хотя я уже все сказал, это только доверенным, близким своим людям я буду отвечать, которых я знаю, что эти люди не какие-нибудь там
полезные идиоты или там агенты влияния. Все, кто придет, я буду их расценивать как пособниками российских оккупантов, российских спецслужб. Соответственно, я буду принимать меры по отношению к этим людям, как я буду принимать меры по отношению к российским спецслужбам, которые пытаются оказать на меня давление. Никакого давления я больше на себя оказывать впредь не позволю. И вот эти болтовня, она меня очень сильно отвлекает. У нас дел просто море. Нам надо построить свободное демократическое правовое государство, которому будут завидовать граждане Швейцарии. Поэтому у меня большие планы, и попрошу не лезть ко мне с разными там предложениями, там как-то решить, урегулировать. Я с агентами, с гибнюками не налаживаю агента и не прощаю. Я разговариваю со всеми свободными чеченцами, которые не работают на Россию. Вот все, на эту тему закрыли. Поехали дальше, уважаемые мои подписчики. Так, давайте. Так, Мухаммед Technology Innovation. Аслан, озвучь страховку, чтобы меня застраховать на 300 тысяч, запросили 200-250 евро из-за того, что я курю. Это в 3 раза увеличивает. Если вы курите, это в 3 раза увеличивает стоимость. Поэтому рекомендую бросить курить, год не курить, потом пройти медосвидетельствование, у вас ничего не выявят, и тогда вам страховка обойдется в 3 раза дешевле. Кстати говоря, на 300 тысяч за 200-250 евро это очень дорого. Очень дорого. 300 тысяч это должно где-то, если вы не курите, если у вас нет проблем со здоровьем, никаких хронических заболеваний, это может где-то быть в районе, еще зависит от вашего возраста, там еще какие-то там есть такие нюансы, но это может в пределах 40-50 евро это стоить в месяц. Так что вот такие вот дела. Наше дело будет жить и побеждать. Так. Так, леди 1974. Аслан, когда ты говоришь о своей гибели, плохо бывает, не делай такие прогнозы. Нет, я больше говорить не буду, просто у меня есть очень достаточно информации, чтобы знать, что все возможно. Но вот теперь я не говорил, пока я готовился к этой страховке, я не озвучивал это, теперь я застрахован, и 1,5 миллиона уйдет в фонд, надеюсь, моего имени. Так, поехали дальше. Поехали к вашим вопросам. Так, Елена Орлова говорит, умничка. Спасибо, Елена. Я забыл, Анзорино, какая самая большая колокольня, говорит Анзорино в Гамбурге. Я забыл название, но я часто мимо нее проезжаю. Так, как найти? Аслан, как насчет нового закона про СМИ, иностранные агенты? Я вчера говорил тебе в комменте под вчерашним видосом. Да, я помню, как найти. Я, признаюсь, не читал этот закон, но я пробежал там по разным информационным агентствам и почитал, что там написано. Ну да, туда подпадают блогеры, и я, наверное, тоже. Я уверен, что против меня уже большое досье имеется, как врага России, как разрушителя России, как там экстремиста, террориста и так далее. На что, опять же, с той же колокольни я на них плюю с удовольствием просто. И мне как-то все равно, что они там сделают, и признают они меня там виновным
в чем-то обвинят меня, там, возбудят против меня уголовное дело, подадут меня в Интерпол и так далее. Короче, они могут делать все, что угодно. Это сугубо их личное дело. Я юрисдикцию России и российские законы не признаю. Как говорят в определенных кругах, иду в отрицаловые. Так. Так, Елена Орлова. Не такая уж я и гордость. Я самый рядовой чеченец. Самый-самый. Баркал за ответ говорит, как найти. Да-да, Аслан, ты для него большая редиска. Да-да. Любят они меня очень сильно. На меня, оказывается, очень, ну вот сейчас готовится, оказывается, очень сильное давление, моральное, психологическое и так далее. Но они забывают, что я морально очень устойчив. Так. Мистер Бин, назови имя первого президента Чечни и, по твоему мнению, начиная с 90-х годов, кто является истинным героем Чечни и кто является главным предателем Чечни? Мистер Бин, я понимаю, ты пребываешь в плену пропаганды, ты там где-то чего-то нахватался, и меня хочешь уличить в сотрудничестве. Все, кто меня смотрят, да, кто у меня, мой канал, просмотри с самого начала. Ты не увидишь ничего, за что можно меня уличить. Если какие-то пропагандисты, какие-то агенты на меня возводят ложь, это не значит, что это так. На Масхадова возводили ложь, на Дудаева возводили ложь. На всех они возводят ложь, на Закаева возводили, на Хусейна Исханова, ну на всех просто возводят ложь. Поэтому это, ну, их ложь, это всего лишь их ложь. По поводу твоего вопроса, имя первого президента Чечни. Первый президент Чеченской республики Ичкерия был, есть и останется во веки веков Джохар Мусаевич Дудаев. По твоему мнению, начиная с 90-х годов, кто является истинным героем Чечни и кто главным предателем Чечни? Главным предателем всех времен и народов является Кадыров Ахмад Хаджи и все, кто является на его пути, кто поддерживает и так далее. Ну, главный, конечно, Ахмад Кадыров. Ну, достаточно, что еще тебе сказать? Так, чеченский след, лайк поставил. Кто не поставит лайк, боже, да? Ну, кто не поставит, боже, да? Так, чужие деньги. Аслан, давай мост Закаева. Неужели полчаса времени не найдет для вопросов подписчиков? Найдет, конечно. И с Ахмед Закаевым мы обязательно скоро увидимся. И зададим вопросы. Там есть свои нюансы. Все будет, не волнуйтесь. И у меня нет на самом деле времени подготовиться. Короче, все будет, не волнуйтесь. Так. Аслан, США хотят забрать Калининград у России. Твое мнение, Хамзат Хамидов. Ну, я считаю, что США не хотят забрать. Они сказали, что мы можем забрать. Да? Это на самом деле никаких проблем не составит для Европы забрать это. И США не может это сделать. Это может сделать НАТО. И бенефициаром, хозяином этой земли является Федеративная Республика Германия. Поэтому вот такие вот дела. Так, поехали дальше. Персона нон-грата. Аслан, а ты ведь прав в том, что Навальный двойной агент. Конечно, и это нет ни малейшего сомнения, уважаемые друзья. Навальный это агент, который работает на власть. А власть это не только Путин, да? Там у каждого есть свой куратор. Да? Вот, например, если взять нашу страну оккупированную, вот этих всех, кого вы видите, Демирхановы, там, Даудовый, Джамбоксы. У Джамбокса еще с университета свой куратор. Как его фамилия? Я ее как-то озвучивал. У Джамбокса был, забыл фамилию. Еще с университета, или где он там, с институтом у него свой куратор есть. И все. Это понятное дело. Других там нет. Так.
Эль Мамедов, Аслан, создай фонд Аслана на борьбу за свободную Ичкерию. Борьбу за свободную Ичкерию. Да, вот, ну, я, в принципе, сейчас у нас есть правозащитная организация, мое немецкое отделение. Это фонд, у меня скоро будет счет, куда вы сможете пополнять свои возможности. У меня есть желающие пополнять этот фонд. Ну, если резко туда миллион или 1,5 миллиона евро упадет, то, конечно, я думаю, этому фонду будет намного легче развернуть свою деятельность. А так, конечно, этот фонд будет не только за борьбу за свободную Ичкерию, это будет за права чеченцев. Мне вот правозащита ближе, я бы хотел бы в этом плане, чтобы мы двигались, потому что это очень нам необходимо. Чеченцы не умеют защищать свои права, чеченские права не защищают, чеченские права защищают русские. Это очень интересно бывает наблюдать, когда ты куда-нибудь приходишь и за чеченцев говорят русские. Да? А нас нет, к большому сожалению. Зато мы гордо кушаем семечки и стоим где-нибудь там в центре на Сваклосе. Так, а так фонд обязательно будет, это мое завещание, да, больше не будем это говорить, но вот все знают, как действовать в случае чего, в случае пополнения на 1,5 миллиона финансами. Так, так. Seyfullah Halidov, Aslan Gazot Obal Duelce Masiri ve Om Dua Şeysin Vaş Nadelçer. Amin ya Allah, amin. Может, да, Джамбок сам является работником, и кличка у него Лысый, не шутка. Ну, возможно. Но у него был куратор, вот, по моей информации, был куратор. Николай Жулин. Все, кто пришли к власти из 90-х, у них у всех руки по локоть крови, как и у Чечни, так и у России. Ну, Николай, давай вот ты не будешь вот этот свой ГБшный трюк использовать, что вот мы одинаковые. Нет, уважаемый Николай, мы не одинаковые. Вы совершили агрессию против нас, вы совершили военные преступления против нас, вы совершили геноцид по отношению к нашему народу и акт агрессии совершили. Так вот, преступление против человечности вы совершили. В чем мы вас и обвиняем, ваши военные политические силы вашей страны? Мы этого не совершали. Убийство оккупанта, это считается законным действием. Понимаете, за это не судят. За это международный суд не признает человека виновным. Наши парни, которые защищали свою страну, которые убивали оккупантов, это не преступники, это не террористы и не бандиты. Это ваша страна нахрапом, силой, завалив нас трупами и своими, и нашими, так преподнесла миру. Это неправда. И моя задача разъяснять это. Я разъясняю в силу своих скромных возможностей. Так, ассаламу алейкум, Аслан, говорит, Земан. Понравилось, как ты послал того кремлевского корреспондента, показал свое место. Ва алейкум салам. Да, сколько их было, боже, да? Так, привет из Италии, говорит, слава Украина. Привет, Италия, слава Украина. Так. Все верно, говорит Елена Орлова. Да, правильно говорит. РБЗ, РБ3. Так, чеченский след. У меня есть видео на канале пленных чеченцев. Атаки на мирных жителей. Я, по-моему, видел у тебя, чеченский след, это видео. Так. Мехтуран. Аслан, понимает ли Европа, что Рамзан верный соратник Путина?
Мехтуран, вот ты и в прошлый раз чуть-чуть такими вопросами странными задаешь, да, что наводит на размышления. Рамзан Кадыров не является соратником в том понимании, которое принято понимать слово соратник. Рамзан Кадыров является агентом, то есть бесправным, безвольным, без своего мнения человеком. У соратника другие взгляды. Я, например, своим соратникам не могу сказать то, что скажет Путин Кадырову. Это марионетка, это использующий, это инструмент в руках Путина и российской власти. Человек работает на Россию, исполняет волю России. А воля России заключается в том, чтобы власть вот этой ФСБшной хунты, которая захватила Россию, сохранилась. Поэтому Кадыров не является соратником. И мы всячески, конечно же, Европа уже начала давно это понимать, и мы всячески, в том числе в моем лице, очень сильно этому способствуем. И я тебе скажу, у нас есть очень хорошие успехи в этом плане. И мы будем продолжать. До победы. Так, мистер Би, где и как получить паспорт Ичкерии? На chechenpress.com есть возможность заказать себе паспорт Ичкерии. Посмотрите там. Так, Вольф Тир. Аслан, я сам являюсь ветераном Ичкерии. Так вот, я видел много чего. Надеюсь, не стоит все это рассказывать. Я бы очень хотел быть на связи с ичкерийцами, но у меня дома 2 брата и родители. К большому счастью, возможно, у меня нет никаких близких родственников в Чечне, и я не поддерживаю уже, я давно, много лет не живу в Чечне, в Чечении, и как бы я не поддерживаю связь. Благодаря этому, конечно, мне полегче, и как бы я не могу тебе ничего сказать. Можно анонимно как-то поддерживать нашу Ичкерию, но нам надо бороться. И если кого-то нас задержат, мы должны сразу об этом говорить. Мы привлекать внимание должны. Мы должны прекратить эту преступную, порочную практику, которую ведет оккупационная власть на нашей территории по отношению к нашим гражданам, вне зависимости от национальности. Чеченец это будет или армянин, это наши граждане. И всех, кого там пытают, убивают, да русские, не имеет значения. Это наши граждане, не оккупанты, которые пришли, а вот наши русские, которые там живут. Конечно, мы должны всячески помогать им и говорить. Ну а так мы все должны распространять. Сегодня у нас возможность вот информационно распространять информацию, доносить до людей и раскрывать все эти преступления. Но не так отдельно, что вот Кадыров что-то делает. Кадыров это инструмент, это молоток в руках у России. Там, или топор, все. И мы не можем говорить, вот молоток меня обижает. Нет, у нас обижает не молоток, нас обижает та рука, в чьих руках находится этот молоток. Мы это должны четко усвоить и доносить. Специально нам делать вот такое, чтобы мы сказали, вот Кадыров. Да, я знаю, что психологически, именно когда говорят на Кадырова какие-то плохие вещи, тем людям, которые пострадали от этого, именно от этих чеченоговорящих, очень приятно, когда вот ты сам боишься это высказать, и за тебя кто-то это говорит, ну ты просто горд этим человеком. Да, это и мне об этом говорят, благодарят, что я вот там говорю что-то. Но мы должны понимать, что как бы мы ненавидели эту молоток, эту собаку, которую на нас натравили, вина все-таки большей части хозяина этой собаки, а не самой собаки. Конечно, собаку тоже надо усыпить или там закрыть в клетке, если она бешеная и кусает тебя, да, но виноват хозяин, надо хозяина привлекать к ответственности. Так, Николай Жулин, то есть вы хотите сказать, что у вас во власти сейчас не бандиты? Нет, Николай, вот здесь первый раз, за который раз уже с вами, я с вами соглашусь, или с тобой уже, Николай, мы с тобой уже давно перешли на ты, хотя ты сейчас со мной опять на вы. Так вот, Николай, нет, конечно, сейчас именно это бандит. Это российские бандиты, говорящие по-чеченски, даже имеющие корни чеченские. Поэтому, да, в этом плане я с вами согласен. Василий Макарчук. Всей мир виноват, когда Россия напала на республику Чечне, нужно противостоять русской нечисти. И тогда не было крови в Грузии, Крым, наш Донбасс.
Сирии нужно было послушать Джохара Дудаева, он говорил в 95 году. Да, Василий, абсолютно, вы правы, и мы об этом и говорили, но, как говорится, что имеем, то имеем, да, из того, что вот в каком положении сегодня мы находимся, от того мы и будем исходить. Конечно же, было бы хорошо, если бы мы не потеряли 300 тысяч. Было бы хорошо, если бы в 1994 году русские сами вышли бы и остановили бы эти танки. И сейчас русские жили бы очень богато и очень круто. И не было бы развала их страны, который на горизонте уже маячит. И не было бы тех преступлений, за которые придется русскому народу отвечать. В том числе в финансовом плане, в моральном плане, возможно, в физическом плане кто-то там под горячую руку попадется. Это рано или поздно придется. Но всех преступников, конечно, надо наказывать. Ну вот такая вот Россия. Россия — страна, которая показывает примеры людям на земле, как не надо жить, как не надо. Вот, знаете, есть пример хороший, есть пример плохой. И это как маяки. Как не надо и как надо. Вот ты уходишь от этого и стремишься к этому. Вот Россия такой пример. Нам будет не хватать Россию, да, очень жаль, конечно. Но мы постараемся запомнить ее такой, какой она была, и больше никогда это будет вот пример, как не надо быть. Ну, пускай его не будет больше. Просто оставим это в истории. Маулют Алтынташ. Настоящие чеченцы не могут быть такими, как кадыровцы. Совершенно верно, брат. Так, Маждада. Так, если бы мне пригрозили разоблачением записями из телефона и даже дали прослушать 2 записи подтверждения, я бы тоже испугался и ушел бы в глухую оборону. Дал заднего, модеры, ссоре не удержался. Так. Сайфулла Халидов, а ты не можешь помочь в этом, помочь, ну, с паспорта? Нет, я не могу этим помочь. Я могу вам только посоветовать, куда вам обратиться. Я этим не занимаюсь, да. Если вы живете, например, в Германии, у нас есть Умар Исмаилов, который живет в Берлине. Это наш представитель Чеченской Республики Ичкерия, это представитель нашей официальной власти. Я никакого отношения к власти не имею, ни к паспортам, ни к власти. Я независимый блогер, правозащитник, и чтобы доносить свою позицию, видя эту несправедливость, так как у меня не хватает ресурса, 1,5 миллиона евро у меня нету, чтобы вот это все развернуть, свою деятельность, я вот доношу вот свою позицию. Все, никакого отношения к Закаеву, никакого отношения к правительству я не имею. Я дружу, общаюсь со всеми, кто стоит на позиции нашей государственности. Вот все, поэтому я помочь не могу. Так, Чечня на связи. Аслан, что ты сделал для религии ислам и для Чечни, и вашей Ичкерии? Когда Умаров Доку провозгласил Эмират Кавказ, вы, ичкерийцы, так называемые, отсоединились от Эмирата Кавказ. Скажи про это. Я не знаю, что мне тебе сказать. Мне надо сейчас рассказывать, вот я сделал это, я сделал то, там, я изучил труды по религии, там. Ну, не изучал я труды по религии. Что я сделал, давай оставить на моей совести. Когда Доку провозгласил Эмират Кавказа, я как президента Доку поддерживал. И это ни для кого не секрет. И поддерживал все, что он говорит. Потому что вот сейчас, как ведется против меня информационная вот эта пропаганда, также велась вокруг полностью. Мы были полностью запутаны просто. Я не вникал в это во все. Я не утруждал себя. Ну и находясь в России, в Москве, я не мог связываться с людьми, налаживать с ними дружеские отношения. Во-первых, мне бы не поверили бы, когда, находясь в Москве, я пытался бы, например, с кем-то выйти из правительства или кто-нибудь около правительственных кругов и пытаться разобраться в этом. Это очень сложно было. И как бы и я не вникал. Есть президент Дока Умаров, ну вот есть. Был Абдулхалим, Далде Алволи, потом после его гибели стал Дока Умаров. Ну все, это мой президент. Все, я не вдавался в подробности. Как только я начал разбираться, я понял, что это обман, нас пытаются увести от нашей государственности. Я знаю, что люди, которые меньше меня интересуются этим вопросом, там, я не знаю, меньше читали по этому поводу, учились по этому поводу,
они еще меньше меня могут разбираться в этом. Я это тоже понимаю. Но у нас есть наше государство, и благодаря таким людям, как Ахмед Закаев, Сайдамин Ибрагимов, Хусейн Исханов и другие многие ребята, которых можно бесконечно называть, их огромное количество на самом деле. Они уже взрослые, нужна помощь, поддержка и четкое стояние вот на рельсах нашей государственности. Эти люди сохранили наше государство. Я им безмерно благодарен. Безмерно благодарен. И я абсолютно уверен, что ничего уже больше с нами, то, что они сделали, уже сделали, ничего больше с нами уже они не сделают. И наше государство, оно состоялось. Мы выстояли, мы победили. Наша идея государства уже она вечна. И это неизбежно приведет к деоккупации и наказанию всех виновных. Да, Аллах. Наша задача набраться терпения и прилагать усилия, распространять информацию. Россия фашистская страна, Путин террорист, убийца, подонок, мерзавец, КГБ, ГРУ и все вот эти силовые структуры – это пособники террористов, сами террористические организации. Мы должны работать над этим, распространять информацию. И победа скоро будет. Да, Аллах. На этой прекрасной ноте я бы хотел закончить свой эфир. Всем всего хорошего. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. До свидания. Спокойной ночи. Следующий стрим будет в понедельник 21:00, как обычно. Понедельник, пятницу, 21:00 по Берлину. Всем всего хорошего. До свидания.